Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного евразийского транспортного маршрута «Россия». Теперь готова вся современная скоростная автострада между Москвой и Казанью. Владимир Владимирович, разрешите открыть движение на всех участках автомобильной дороги и продолжить движение колонны автопробега по новой трассе в Казань. С Богом! Это кадры с церемонии открытия трассы М-12. Сегодня исторический день для страны Татарстана. Этого события ждали с нетерпением, и сегодня мы стали свидетелями открытия века. Грандиозный проект М-12 «Восток» готов. Об этом прямо сейчас в новостях Татарстана. Здравствуйте, в студии Регина Ягудина. Скоростная трасса М-12 «Восток» протяженностью 810 километров сблизила две столицы – Москву и Казань. Соединив 5 регионов страны, по своим масштабам она похожа на советскую суперстройку Байкало-Амурской магистрали. Но по скоростям и технологиям это трасса будущего. Количество задействованных людей, объемы финансирования, рекордные сроки выполнения. В декабре 2020 года начались инженерно-геологические изыскания. Начали прорабатывать технологию строительства моста через Волгу, одного из самых сложных участков трассы. После экспертиз вбивали в первые сваи. Проект обсуждался с жителями и были найдены компромиссные решения. В масштабной стройке ежедневно были задействованы 30 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники. Автобан – это не только основная трасса, но и десятки развязок и подъездных путей, 343 искусственных сооружения. Четырехполосный мост через Волгу почти 3,5 километра в длину и 25 метров в ширину. Его высота над водой с 16-этажный дом. Он весит 45 тысяч тонн. Через Татарстан проходит 142 километра пути. Проект сдан с рекордным опережением. Никогда еще в истории страны за столь короткий срок не возводились подобные масштабные инфраструктурные объекты. Планируется, до 2030 года по трассе проедут больше 11 миллионов человек. Дорога откроет новые пути для экономического роста всей страны. На церемонии открытия трассы М-12 «Восток» работали сразу несколько съемочных групп ТНВ. Трансляцию вел наш телеканал. Свидетелем исторического события стал Рамиль Галиуллин и одним из первых проехал по автомагистрали. Владимир Владимирович, разрешите открыть движение на всех участках автомобильной дороги и продолжить движение колонны автопробега по новой трассе в Казань. С Богом! Разрешаю. Так, на 7 месяцев раньше срока открывают движение по последнему, 8-му участку трассы М-12. Событие российского масштаба. С этой дорогой связана жизнь 50 миллионов человек. Это каждый третий житель страны. Это эпохальное открытие ожидаемо было с участием президента. На связи с Владимиром Путиным члены правительства и губернаторы регионов, через которые проходит автобан. Поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и, что немаловажно, безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашию, ну и, конечно, через Татарстан. И, безусловно, повысит их инвестиционную привлекательность. Будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере услуг. Трассу длиной в 810 километров, 142 из них в Татарстане, проложили всего за 3 года. На объекте ежедневно работали больше 30 тысяч строителей и 8 тысяч единиц спецтехники. По словам Марата Хуснуллина, в перспективе грузопоток между Москвой и Уралом увеличится до 50 миллионов тонн. Татарстан выступил с инициативой связать трассу М5 и М7. У нас М5 сегодня одна из самых загруженных трасс. И вот уже в следующем году, в середине года, будет запущен участок
участок 150 километров, который даст возможность с трассы М5 переехать на М7. И причем деньги здесь 30% региональные, 30% инвестиционные, 30% федеральные. То есть это хороший пример ГЧП. Перед тем, как доложить Владимиру Путину о готовности участка, Рустам Минниханов лично протестировал дорогу. Во время поездки Раис Республики оценил качество дорожного покрытия и придорожную инфраструктуру. А на церемонию открытия Рустам Минниханов прибыл уже на спортивном грузовике легендарной команды КамАЗ-Мастер. 4 службы сервиса посетил, и покушать, и заправиться, и все. Все продумано. На территории республики 7-й, 8-й участок. 67 искусственных устройств. И мост на 3362 метра. Мост через Волгу – одно из сложнейших и крупнейших звеньев новой дорожной цепи. Конструкция соединяет берега Верхнеуслонского и Лаишевского районов и поражает своими масштабами. Он построен на 28 опорах. Общий вес пролетных строений на данном мосту составляет 45 тысяч тонн. Строительство моста велось сразу одновременно с двух сторон. То есть металлоконструкции собирались и надвигались одновременно и справа, и с левого берега, что позволило, в принципе, в итоге сократить сроки строительства. 4 полосы в 142 километра. Это татарстанская дистанция трассы М12. Автомагистраль пролегает сразу по 5 районам республики. На протяжении всей дороги четкая разметка, освещение, нет ни светофоров, ни пешеходных переходов. Разрешенная скорость 110 километров в час. Другими словами, все для комфортной и быстрой езды. Все это сократит время в пути от Казани до Москвы в 2 раза, до 6,5 часов. А зоны отдыха сделают путешествие еще и комфортным. На всем протяжении трассы – отели, кафе, магазины и прачечные. И, конечно, заправки и автосервисы. Мы построили не только дорогу, мы построили инфраструктурную услугу. Вот сегодня уже работает 18 многофункциональных зон, просто в великолепном состоянии. Сегодня вот через каждые 93 километра можно доехать заправиться, можно перекусить. Двигаться по новой магистрали водители будут с ветерком и в зоне доступа. Скоростной будет не только сама трасса, но и интернет на протяжении всего маршрута. За безопасностью будет следить искусственный интеллект. На дороге М12 в составе СУДД более 700 видеокамер с машинным зрением, которые в режиме онлайна отслеживает и информирует о таких событиях, как движение транспортного средства задним ходом, остановка транспортного средства в неположенном месте, выход человека либо животного на проезжую часть. Также на трассе будут курсировать экипажи аварийных комиссаров, которые в случае ЧС окажут водителю необходимую помощь. Поездка из Казани в Москву для владельцев легковушек после прямой линии с Владимиром Путиным обойдется почти в 4500 рублей. До Нижнего Новгорода в 1660. Оплачивать проезд можно будет онлайн. Для этого трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы. Мы определяем класс транспортного средства, их здесь 4. Мы определяем высоту, габариты транспортного средства, мы определяем количество осей, мы определяем марки. И вот это все работает в комбинации как единая комплексная система, которая пользователю выдает только конечный результат. Вот ваши транзакции, вы можете посмотреть, как вы проделали свой маршрут и комфортным для вас образом оплатить, будь то с использованием мобильного приложения, либо через иные системы платежные. За 3 года проделана колоссальная работа. Переустроено больше 1000 объектов. Возведено около 300 искусственных сооружений. Построено 19 развязок. В будущем планируется продлить трассу до Екатеринбурга и Тюмени. Магистраль станет частью международного транспортного маршрута «Россия». Как уже подсчитали, экономический эффект от трассы в ближайшие 20 лет составит 2 триллиона рублей. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заединов, ТНВ, Татарстан. И сегодня грандиозное открытие М12 отметили большим концертом на Казань-Экспо. Здесь собрались те, кто 3 года буквально жил стройкой трассы. Чем удивил репертуар, расскажет Светлана Звонарева. На одной сцене Московский государственный театр танца «Гжель», госансамбль песни и танца Татарстана и Чувашии. Номер «Единство народов» объединил регионы прямо как новая трасса. Здесь вокруг все. В зале сотни тех, кто участвовал в строительстве. Асфальтоукладчики, инженеры, прорабы, начальники участков. С завершением большого проекта поздравил вице-премьер Марат Хуснуллин. Все это было сделано за самые короткие сроки. Мы никогда еще такого результата
не достигали. И вот благодаря штабной слаженной команде нам удалось его достигнуть. И я хочу, конечно, сказать огромные слова благодарности нашему президенту. Решение, потому что по строительству трассы принял именно он 3 года назад. Было много споров, строить ее, не строить, как строить, в каком коридоре. Только на татарстанском участке трудились больше 5000 человек. Всего 30 тысяч. Их поблагодарил Раис Татарстана. Хочу поздравить всех нас с самым знаковым событием 2023 года. Открытием скоростной автодороги М12 «Восток». Аплодисменты нашим строителям. И, конечно же, этот мост. Это вот по этому мосту едешь, и начала, и конца нет. Это просто немыслимо. Вот мостовикам отдельные слова благодарности, аплодисменты. Вот написано 6,5 часов от Казани до Москвы. Это практически 2 раза меньше. Но в реале, вот я вчера сам съездил в Москву, можно и побыстрее. Значительно. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан награждены председатель правления государственной компании «Автодор» Петушенко Вячеслав Петрович. Тем, кто помогал мечте сбыться, сегодня вручили государственные награды. Начало реализации этого проекта, оно все время качалось. Я позвонил Рустаму Гаевичу и попросил его поддержки. Он и написал письмо президенту, переговорил. Рустам Гаевич, вам низкий поклон вот за то, что вы сделали, чтобы эта трасса была. На концерте сегодня не случайные песни. Шоу будто идет по маршруту М12. Подмосковные вечера, течет река Волга. Выступил и российско-китайский симфонический оркестр. Светлана Звонарева, Лина Зинатуллина, ТНВ, Казань. Сегодня от стен Московского Кремля до подножья Казанского выехала автоколонна. Исторический пробег приурочили к открытию движения по М12. В ближайшие минуты они доберутся до финиша. Об этом чуть позже в нашем выпуске, а пока к другим новостям. Власти республики решили завершить строительство Вознесенского тракта на условиях концессии с федеральными банками. Какими будут условия государственно-частного партнерства, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Следователи возбудили уголовное дело после обрушения дома в поселке Осиново. Утром местные жители услышали громкий хлопок. Оказалось, взорвался бытовой газ в одной из квартир в доме на Центральной. Ударной волной были обрушены стены, окна и даже выбило подъездную дверь. 62-летнего хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 80% тела. Сейчас он в реанимации. Пострадали еще 3 человека. 16 квартир теперь непригодны для проживания. Где разместят жильцов и в чем причина ЧП, разбиралась Нафиса Минязова. Как будто дом подпрыгнул, мы резко встали. Муж выходит, говорит, дом взорвался. Аделя Нагорнова живет в соседнем доме. Рассказывает, вышла на улицу и увидела страшную картину. Двухэтажный соседский дом был частично разрушен, стены и окна выбиты. В момент взрыва попал в объектив камер наблюдения. Видно, как сам скопленный газ вспыхнул. Жителям повезло, что пожара не случилось. Ситуация держится под контролем. Погибших нет. Все остальные жители этого дома будут расселены. По сообщению было понятно, что предварительно это хлопок бытового газа. По прибытии подразделения к месту вызова было установлено, что произошло разрушение частичное данного здания. Оно коснулось 2-го этажа, 2 квартиры. И есть повреждения в квартирах 1-го этажа. Сейчас уже проведено обследование всех квартир на 2-м этаже и на 1-м этаже, которые пострадали, расчетами кинологов. Результат отрицательный, собаки людей не показали. Сотрудники МЧС запустили дроны в пострадавшие квартиры, чтобы оценить весь масштаб разрушения и установить, можно ли там находиться. Подъездную дверь ударной волной выбила, и она отлетела на несколько десятков метров, примерно на 50. Рама лежит отдельно, а дверь остановилась только после того, как врезалась в дерево. Как рассказали очевидцы, 62-летний хозяин квартиры проживал один. Он вышел на улицу самостоятельно, а затем почувствовал себя настолько плохо, что медикам пришлось его увезти в реанимацию. Его экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу. Состояние было критическим. Поступил тяжелый пациент с ожогами более 80% поверхности кожи
В данный момент в отделении реанимации идут мероприятия по стабилизации состояния. Еще 3 человека после происшествия жаловались на свое самочувствие, но помощь медиков им не понадобилась. Этому дому уже давно капремонт сделали, конечно. 2 года как сделали капремонт ему. Но, видимо, не учли там газовые трубы, может, неправильно посмотрели. Газ. Вот на днях, дня 2 назад было отключение газа по всему Осиново. И были проблемы у всех с газом. Как установили специалисты, владелец квартиры к газу подключился самовольно, а голубое топливо ему отключили 3 дня назад. Причина в неисправном шланге, в котором нашли дыры. Газовщики поставили заглушку. После происшествия выяснилось, мужчина сделал врезку и подключил плиту самостоятельно. Это и привело к ЧП. На место прибыл и прокурор района. Зеленодольской городской прокуратурой инициированы проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации бытового газа. И при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Следователям предстоит установить, кто понесет ответственность за обрушение. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К месту ЧП приехал и глава Зеленодольского района. Он сообщил, пункты временного размещения уже есть. Временное жилье выделили многодетной семье. Многие уехали к родственникам. Сейчас приедут специалисты ТГП и Министерства строительства, и будет проведено инструментальное обследование дома, и будет принято решение о судьбе этого дома. Экспертиза покажет, дом будут ремонтировать или двухэтажку придется снести. Сейчас 16 квартир непригодны для проживания. Жильцов пока не пускают. Здесь прописано 28 человек. Глава района сообщил, что им будет оказана поддержка, в том числе и финансовая. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Новогодние праздники всегда напряженный период для экстренных служб. Год назад, в первые дни января, только в Казани зафиксировали 260 преступлений и задержали 97 пьяных водителей. По республике 8 человек погибли в ДТП, 6 при пожарах. Традиционно в эти дни вводится особый противопожарный режим. О мерах безопасности в предстоящие каникулы сегодня говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подробнее Лина Зинатуллина. В дни каникул парки и елочные городки республики посещают порядка 30 тысяч людей ежедневно. В новогоднюю ночь это 140 тысяч гуляющих. За порядком в эту ночь будут следить 1500 правоохранителей. На все праздники к охране порядка привлекут 2500 полицейских. В прошлом году к безопасности были вопросы. Где-то нет ограждений, где-то досмотра. По федеральному законодательству к охране елок должны привлекать частные охранные организации. Как сегодня сообщили на совещании, этого не сделали 20 районов Татарстана, объяснив, что ЧОПов у них попросту нет. На сегодняшний день позиция МВД Российской Федерации по данным вопросам, она однозначная. Первый замминистра требует от всех, руководителей на местах о том, чтобы сотрудники полиции привлекались только в качестве надзора. А непосредственные функции, которые должны выполняться в качестве досмотров и так далее, должно выполняться силами частных охранных предприятий. Новый год – самый пожароопасный праздник. В прошлые каникулы в Татарстане произошло 129 пожаров, погибли 6 человек. 3/4 пожаров в эти дни приходится на жилой фонд. Сегодня поручили обойти прежде всего неблагополучные семьи, также не отключать газ и электричество даже должникам. Основными причинами пожаров в новогодние праздничные дни является это неосторожное обращение с огнем. 39% всех пожаров произошло по данной причине. Нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования 27%. И неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов 24%. От пиротехники год назад пострадали 5 татарстанцев, в том числе ребенок. С 25 декабря по 8 января будет действовать особый противопожарный режим. Запуск пиротехники разрешен только на спецплощадках. Сегодня их 1047, но на заседании местным властям, особенно крупных городов, рекомендовали увеличить количество мест. У МЧС 29 декабря усиленный режим. Более 2000 сотрудников задействуют круглосуточно. Готовы и дорожники. Общий автопарк на сегодня готовность более 1000 единиц техники на местах. Всеми муниципальными организациями подготовлена и представлена информация о закреплении техники за муниципальными образованиями, чтобы в новогодние праздники не допустить отсутствие проезда к населенным пунктам. Новогодние праздники – нагрузка для системы здравоохранения, ЖКХ. Профильным министерствам поручили обеспечить бесперебойную работу медицинских, транспортных и жилищных организаций. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
2023 для ученых в республике стал самым успешным за последние десятилетия. Об этом сегодня заявили на подведении итогов года в Академии наук Татарстана. Во встрече принял участие руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. С основным докладом выступил Рифкат Миниханов. В этом году он стал президентом Академии. Как отметили, в рейтинге научно-технологического развития среди регионов страны наша республика заняла второе место после Москвы. За счет чего научный прогресс и какие задачи обозначили на предстоящий год научно-технологического развития, узнал Дмитрий Аринин. Современные развязки, не то чтобы они что-то не дают, они скорее слишком сложные, и на них не очень высокая пропускная способность. Магистрант Казанского энергоуниверситета предложил, как с помощью специальной компьютерной программы можно смоделировать автомобильные развязки. Михаил Гнездицкий стал лауреатом конкурса Академии наук Республики. В будущем он планирует профессионально заниматься наукой. Наука в последнее время развивается огромными темпами, и я думаю, это отличные шансы, и у меня есть огромное желание в этом продолжать развитие. В этом году Татарстан занял первое место по количеству победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». Также вошел в тройку лучших по числу передовых инженерных школ. В рейтинге научно-технологического развития среди регионов страны наша республика заняла второе место. Впереди только Москва. Если же учесть, что по числу занятых в научно-технологической сфере, а также по количеству вузов и исследовательских организаций, мы кратно отстаем от столицы страны, я считаю, что итог вполне, более чем даже сказал бы, достойный. Текущий год, пожалуй, был самым успешным для наших университетов, научных организаций за последние десятилетия. Будущий год в республике Раисом объявлен годом научно-технологического развития. На утверждение руководства Татарстана Академия наук подготовила два варианта его логотипа. Это стилизованные изображения символов республики – барса и тюльпана. Рифкат Миниханов обозначил ряд приоритетных направлений работы. Это активизация контактов с реальным сектором экономики, устойчивое финансирование перспективных исследований, поддержка ученых и популяризация науки. Внимание уделят и техническим, и гуманитарным направлениям. Мы хорошо поработали с университетами по поддержке студент-стартапов. И наша основная задача сегодня в следующем году сохранить и количество, и представленность, особое внимание уделив качественным параметрам проектов. Роль общественных наук в культурном и главном воспитательном плане противодействия экстремизму и терроризму приобретает совершенно новое значение. Новым вызовом становится органичная адаптация в нашу большую многонациональную мультиэтничную среду мигрантов. Почетным членом Академии наук Татарстана сегодня избран Николай Крадин. Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока много лет занимается изучением кочевой цивилизации. И согласился стать научным руководителем создаваемого Международного центра исследований истории и культуры народов Степной Евразии при Академии наук Республики Татарстан. Мягзюму Салахову, который 9 лет возглавлял Академию наук, сегодня вручили сразу две награды – благодарность Госсовета Республики и золотую медаль Академии наук. В завершении встречи ученые спели вместе с артистами, что стало своеобразной передачей эстафеты от Года национальных культур и традиций к Году научно-технологического развития. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Владимир Путин наградил генерального директора Татнефти Наиля Маганова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Он отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В нефтяной сфере Наиль Маганов трудится с 70-х годов. Татнефть возглавляет с 2013 года. И мы возвращаемся к главной теме дня. Сегодня по случаю открытия новой трассы М-12 от стен Московского Кремля до подножья Казанского выехала автоколонна. Первыми 810 километров проехали лидеры российского автопрома: ВАЗы, Солерсы, УАЗы, ГАЗы и КАМАЗы. 12 легковых и 5 грузовых машин. В ожидании автоколонны, где принимают участие губернаторы, Рамиль Шайдуллин. Рамиль, что сейчас происходит у Казанского Кремля?
Да, добрый вечер, Регина. Что ж, и вправду от Москвы до Казани теперь подать рукой. Исторический пробег от Кремля до Кремля, Кремля Московского до Кремля Казанского подходит к своему логическому завершению. Через несколько минут здесь у Спасской башни водителей, преодолевших это расстояние за рекордные 6-6,5 часов, ждут как первопроходцев. Напомним, старт движения сегодня дал лично Владимир Путин. Незадолго до этого участок трассы за рулем автомобиля оценил и Рустам Минниханов. Ну а сейчас все 810 километров пути практически преодолели 12 легковых и 5 грузовых отечественных автомобилей. У стен Казанского Кремля все готово к встрече с размахом, большой сценой и даже татарскими танцами. Впрочем, машины уже, по-видимому, в городе, потому что с минуты на минуту их ждут со стороны улицы Кремлевская. Этого по-настоящему исторического момента продолжаем ждать и мы. Ну а пока, Регина, я передаю слово тебе. Спасибо, Рамиль. Это был наш коллега на прямой связи Рамиль Шайдуллин. А мы переходим к другой теме. 3500 новогодних подарков привезли для детей Лисичанска-Рубежного из Татарстана. Кроме того, в колонии из 6 фур весом больше 100 тонн есть все, в чем сегодня нуждаются жители. Сантехника, стройматериалы, продукты, детское питание, одежда, медоборудование и лекарства. Гуманитарную помощь собрали предприниматели, частные организации, вузы, муниципалитеты, республиканское движение «Помощь рядом» Ярдем Янеше. Это уже 19-я отправка гуманитарной колонны, собранной при поддержке «Единой России». Всего 133 фуры и больше 2000 тонн груза. В преддверии Нового года привезла наши подшефные города Лисичанск и Рубежное более 100 тонн гуманитарного груза, среди которых более 8000 подарков для детей в преддверии Нового года и также 6000 подарочных наборов для наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. В университете управления ТИСБИ открылась первая университетская точка кипения ТИСБИ в Республике Татарстан. Она стала 46-й в России, первой на базе негосударственных вузов. Подробнее в нашем материале. Точка кипения – это площадка для навигации людей по приоритетным направлениям развития страны, точкой подключения к инициативам. Здесь будут происходить встречи бизнеса и власти, образовательные программы, хакатоны. Появятся новые проекты и необходимые ресурсы для их запуска. Университетская точка кипения – это место открытое, доступное для молодежи, для преподавателей, для ученых, для представителей бизнеса, где проходят мозговые штурмы. Мы надеемся, что эта интенсивная работа даст определенные решения и в части технологического суверенитета нашей страны. Одним из партнеров точки кипения ТИСБИ стал инновационно-производственный технопарк «Идея». После подписания соглашения состоялась стратегическая дизайн-сессия, в рамках которой представители заинтересованных сообществ определили основные направления дорожной карты точки кипения ТИСБИ и обсудили форматы взаимодействия. Если говорить про точку кипения ТИСБИ, у команды очень сильное направление, связанное с педагогическим дизайном. Я уверен, это тоже будет флагманское направление. Открытие точки кипения позволит не только создать пространство для профессиональной среды, но и открыть доступ к этой среде для большого количества заинтересованных. В честь 125-летия Шамиля Усманова в Национальной библиотеке Республики состоялся театрально-музыкальный вечер. Трагичную судьбу известного писателя, военно-политического деятеля показали через спор Шамиля Усманова со следователем. Представление показали актеры Камаловского театра. Шамиль Усманов уже в 19 лет записался в партию большевиков. Своими произведениями боролся против неравноправия, призывал к реформам в обществе. Его имя вписано в историю радио и телевидения. Он был первым руководителем радиокомитета ТАССР. Но вместо признания писателя жестоко наказывают, сажают в тюрьму и пытают на допросах, во время одного из которых и оборвалась его жизнь. 7 ноября 1927 года произнес впервые в эфир татарские слова «Казан сели». «Тыңлағыз Казан сели». Слушайте, говорит Казань. Вот сегодня радиокомитет и телевидение у нас находится на улице Шамиля Усманова. Это, конечно, не зря. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас смотрите прогноз погоды с Наилем Дахатем. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Здравствуйте, Исянмисис. Татарстан находится в теплом секторе циклона. В республике наблюдаются высокие температуры и влажность. Подробнее через пару секунд. Только до Нового года скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Балтаси будет облачно, днем мокрый снег и дождь. Температура днем +2, ночью 0. В Буинске, Дрожжаном и Камском устье тоже будет очень влажно. Пройдет снег с дождем, днем 1-2 градуса тепла, ночью 0-1 градус мороза. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше облачность, снег и дождь, 1-2 градуса выше 0 днем и 0 градусов ночью. Аномально тепло будет и в Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше. Здесь облачно, осадки в виде снега и дождя. Днем 1-2 градуса со знаком плюс, ночью 0-1. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах тоже осадки. Температура от 0 до 1 градуса тепла днем и от 1 до 3 градусов мороза ночью. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2024 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Плюсовые температуры прогнозируются и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, снег с дождем. Температура днем +2, ночью +1 градус. В Болгаре примерно такая же картина. Пройдет мокрый снег и дождь. Днем 1 градус тепла, ночью 0 градусов. В Елабуге +2 градуса днем и 0 ночью. Здесь также прогнозируют снег с дождем. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает цифровой психологический сервис поддержки молодежи. Набери help-online-rt.ru и получи бесплатную квалифицированную помощь психолога в режиме онлайн. Выход есть всегда, помощь рядом. В Казани будет пасмурно, днем дождь и мокрый снег. Температура днем +2, ночью 0 градусов. Давление чуть ниже нормы, оно составит 745 мм ртутного столба. Ветер южный около 4 метров в секунду. Влажность очень высокая, 95%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в выходные температура начнет немного понижаться. Пока это все, я с вами прощаюсь. До встречи!